Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на ваши отношения и посмотрим, получится ли вам быть вместе. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Так и спросите, получится ли нам быть вместе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем страстно желаем знать. Так, мои хорошие. Но здесь знаете как? Вот именно эта отсыпка подойдет для людей, которые в треугольниках и в четырехугольниках. Если вы оба свободные, как говорится, холостые, и вы там начинаете встречаться, либо просто друг к другу присматриваетесь, это не ваша отсыпка. Здесь четко, вот смотрите, указано, что женщина, вот она вы, ваша частичка сердечка, да, с мужчиной. И здесь мужчина тоже под крылом женщины. То есть здесь однозначно треугольник, четырехугольник. Поэтому, мои хорошие, кто не имеет такой ситуации, пожалуйста, переходите на другие видео, на другие каналы. Я же буду рассказывать для тех, кто именно в такой ситуации. Начну я сначала. Я вижу, что между вами любовь. Вот она, ваша чаша любви. Она вышла. И любовь ваша настоящая. Любовь ваша искренняя. Симпатия, любовь. То есть неважно, на каком уровне вы сейчас находитесь. У вас все равно все это придет именно к этой чаше. К любви, к счастью, к взаимности. Когда люди одинаково любят и одинаково стремятся друг к другу. То есть здесь стопроцентная любовь. Любовь, которая вам по судьбе. Понимаете? Вам суждено было именно с этим человеком. И встретиться, и полюбиться, и, скажем так, и быть счастливым, и страдать. Вам это было суждено. Любовь это идет даром. Это не проклятие, это не беда, не напасть, а именно дар для вас и для того человека, на которого вы загадали, на мужчину. Но любовь это сложная. Чтобы эта любовь была реализована, здесь нужно будет пройти просто какие-то адские испытания. Вы меня простите, но именно такая информация идет. Очень непросто. Здесь как и препятствия, барьеры, так еще и психологически нереально сложно. Смотрите, с вашей стороны, вот у многих девушек отыграется, что есть брак, либо, кстати, может быть, был брак. Может быть, вы сейчас замужняя дама, а может быть, вы просто женщина с ребенком. Да? То есть женщина такая несчастливая, вот честно, несчастливая. Может быть, у вас все и неплохо в жизни, но вот этого счастья женского, его просто нет. Нет и все. Пустота. То есть как бы все хорошо, да, вот внешне, если посмотреть на картиночку, вроде как все хорошо, как у всех, да, но счастья женского не хватает. И женщина очень сильно в какой-то момент на себя просто как забила, да, перестала обращать внимание, перестала чего-то ждать, на что-то надеяться. И вот этот ваш мужчина, он как яркая звезда, знаете, такая комета влетел в вашу жизнь. Здесь чувства как-то вспыхнули в один момент. И эти чувства вас невероятно наполнили. Ради этого мужчины, либо благодаря этому мужчине, женщина стала расцветать. Знаете, как яблочко начало наливаться. Она похорошела, она похудела, у нее глазки заблестели, она прям вся такая из себя. Хочется быть красивой, хочется наряжать. Есть для кого, вот, есть для кого. То есть мужчина вас вот в плане женственности, вот этот ваш загаданный, очень сильно прокачал. То есть все те прекрасные изменения, которые у вас сейчас есть, это благодаря ему. Мало того, вы еще на этом не остановитесь. Вы будете и дальше трансформироваться. И с каждым новым днем вы будете все краше и краше. Это любовь вас окрыляет, мои хорошие. Любовь, понимаете? Что касается мужчины. Но здесь как бы с мужчиной вообще катастрофа, да, выглядит как катастрофа. Этот мужчина, возможно, женат, а возможно, у него, есть другая женщина, либо он с мамой там живет, да, как там так отыграется. Потому что я вижу, что мужчина привязанный, и над мужчиной женщина доминирует. Понимаете, доминантка такая, серьезная, госпожа.
да, госпожа у него есть, она его полностью подавляет, она с него соки тянет, жизненную энергию тянет. То есть там отношения, ну, какие-то убогие. Ну, я бы даже назвала это каким-то рабством, да, какой-то из форм рабства. Вот то, что происходит между ними. Вот вы были несчастливы, а он был просто как обреченный человек. То есть какое там счастье, Господи. Для него там счастье было это тяжелый труд, там где-нибудь пахать, как папа Карло, лишь бы там домой не возвращаться, лишь бы вот эта дамочка свои вот эти вот когти в него перестала впивать. Вот такая ситуация отыграется. И для этого мужчины вы стали отдушиной, глотком свежего воздуха. Может быть, он не может быть с вами на постоянной основе, но он, благодаря вам, начал жить. Он, когда ему сложно, он погружается в мысли о вас. И эти мысли его одухотворяют, дают ему силы, дают ему энергию, дают ему этот порыв, да, жить. Вот знаете, если автомобиль завести, там искра, вот вы даете ему эту искру. Благодаря вам он поверил в мечту, в сказку, в то, что желания исполняются. Знаете, этот человек был глубоко разочарован вообще в принципе, да, женским полом, женщинами. И отношение у него такое же было, да, вот потребительское к женщинам. Может быть, он вот этой своей жене там и изменял, там и направо, и налево. Но понимаете, он не искал любви, он искал вот выхода вот этой энергии, которая в нем там просто клокотала. А с вами он просто в мальчишку превратился, в мальчишку влюбленного с такими большими открытыми глазами. Вот в сказку, мальчик в сказку попал. Вот такое ощущение. И знаете, девчонки, он ради вас тоже меняется. Если раньше ему было как-то, знаете, вот такое пофигистическое настроение, да мне все равно, да, день прожил и слава Богу. А теперь ему хочется рвать вперед, добиваться чего-то, как-то вот продвигаться, какие-то цели он себе ставит. Вы его вдохновляете, вы даете ему эту энергию. Вот вы друг друга, вот идет такая информация, что вы друг друга просто спасли. Вот последний, да, вот человек там на краю пропасти, там на одной там волосиночке висел, а вы друг другу просто руки протянули, да, и друг друга вытащили из этих пропастей. То есть здесь высшие силы невероятно мудры. Они дали вам это чувство для того, чтобы двух хороших людей уберечь от самого страшного. Понимаете? И вас уберегли. Мало того, что вас уберегли, вам еще дали стимул развиваться, не стоять на месте, хорошеть, да, идти вперед. Вы ведь живете сейчас надеждами, что что-то поменяется, мы будем вместе, у нас все будет хорошо. Вот эта энергия любви, она для вас и целительная, и спасительная, и также для мужчины. Значит, какие проблемы и трудности будут? Ну, если женщина не свободная, там есть что терять, да. Ну, вот эти вот все моральные там принципы, нормы, что да, там семья, женщина должна быть там мамой в первую очередь, во вторую очередь женой, там ради семьи, ради дома, там пахать, работать, терпеть, да, терпеть. Особенно вот в наших там странах это вот терпеть, надо терпеть. Плохой муж, терпи, у тебя же дети. А как ты будешь разведенкой? В тебя же там пальцем будут тыкать, еще что-нибудь, да? Ну, люди всякое говорят. Вот. А у этого мужчины, у него какой-то, ну как сказать, ему есть что терять. Это первый момент, да? То есть, ну реально он может потерять, если он там будет разводиться, либо, может быть, мама там хозяйка всего на свете, да, все на нее написано, записано. И еще у него какой-то слишком сильно, ну, я не знаю, то ли навязанный, то ли, ну, вот он так привык, да, что ему так говорили, что ты должен, ты мужчина, если ты там жену бросишь, там семью бросишь, ты там не мужик, там позор тебе, там изгнание и прочее, прочее. То есть у него какой-то пунктик по этому делу есть. Вот он, знаете, как мечтает, он думает, вот бы хорошо, если бы мы там вдвоем в этом мире остались, либо на необитаемый остров бы попали, да, чтобы никто не мешал, и у нас бы было счастье. Плюс, девчоночки, он еще на вас смотрит. Вот он, знаете, часто себе вопрос задает, а имею ли я право разбить семью этой женщины? Да? Может быть, у нее там будут какие-то огромные проблемы. Ну, я как бы мужчина, я должен брать на себя ответственность, да? Могу ли я это делать?
Ну, что случится, что произойдет? Значит, мои хорошие, что я вижу? Вот, да, не будем, конечно, философствовать. Здесь много, конечно, всего про эмоции идет. Но вы-то свои эмоции точно знаете. Что у вас, в принципе, может произойти? Вы разойдетесь с ним. В какой-то момент вы разойдетесь. Ну, так сложится судьба, так сложится жизнь. Это будет проверка. Проверка очень мощная. Вы разойдетесь. Возможно, даже больше, чем год вы не будете видеться, либо не иметь контакта с друг другом. Это произойдет случайно, спонтанно, непредсказуемо. Просто в один момент вас разведет. Но через определенный срок вы опять с этим человеком встретитесь. Встретитесь для того, чтобы решить свою судьбу. Либо вы с ним договоритесь, и тогда, как говорится, пошлете весь мир подальше и будете вместе. Либо вы поймете, что да, мы, конечно, друг друга любим, мы друг друга поддержали, но лучше оставить все как есть. Здесь судьба и высшие силы решение дает в руки не одного человека, двоих. То есть вы совместно будете решать ваше будущее. Здесь нет конечного результата. Здесь показано, что вы расходитесь, и потом вы опять сходитесь. И сами выбираете свой путь. Перед вами дорога открыта. Кто из вас протянет руку, тот и решит. Понимаете? Ну, либо вы совместно протянете руки друг другу, и вы решите. Для вас двери будут открыты, как и в будущее совместное, так и каждый, чтобы жил своей жизнью. То есть там уже помех у вас не будет. Сейчас, возможно, у вас уже есть такая пауза, либо вы вошли в этот период стагнации, когда вас немножечко развели, для того, чтобы вы хорошенечко продумали. Надо, не надо, стоит, не стоит. Понимаете как? Здесь нельзя делать каких-то скоропалительных решений. Плюс ваша любовь должна пройти какую-то проверку. И это как и для высших сил важно, так и для вас тоже, лично для вас и для него тоже очень важно. Значит, мои хорошие, придет время вашей встречи. И эта встреча будет самой яркой и самой запоминающейся. Ловите свои ощущения, ловите свои мысли и принимайте правильное решение. Вот мужчина, конечно, мужчина, он более, как бы, ну как сказать, я не хочу сказать про вас плохо, но он более рационально, что ли, мыслит, да, либо вот этот повышенный уровень ответственности в нем, да, сыграет. Он будет смотреть на вас, вот он вам полностью доверится, моя хорошая. Вот как вы решите, так он и примет. То есть, если вы скажете, что да, я люблю тебя и только с тобой хочу быть, он ради вас, ну, я не знаю, он оставит там все. Он, не знаю, последние там трусишки снимет и к вам придет. Он все еще заработает, он талантливый, он способный. Но если вы ему скажете, что, ну, давай пока там друзьями побудем, он тоже это все примет. Что я хочу сказать, чтобы вы знали и понимали для себя. Вы друг друга всегда будете помнить. И в сердцах друг друга вы навсегда останетесь. Так что, мои хорошие, знайте, что вам предстоит в будущем, именно вам, не кому-то, ни судьбе, ни высшим силам, ни мужчине, ни там вашей семье, ни его семье. Придется принимать решение именно вам. И вы его, мои хорошие, примете. Сейчас вы просто не готовы к этому решению. Сейчас у вас в основном эмоция идет. Да? Люблю, хочу, все. Но через время вы станете другой. Вы, возможно, немножечко окрепнете духом. И тогда вы будете действительно принимать правильное решение. Так что все в ваших ручках. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.